В преддверии праздника Победы вице-президент Беслан Бигваба поздравил ветерана Елену Вадзинскую с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Ветерану вручили памятные подарки, цветы и единовременную материальную помощь. Елена Тимофеевна, мы вас еще раз поздравляем с этой великой датой. Желаем вам долгих лет, счастья вам, вашим детям. Ценим ваши заслуги. Слава Богу. Спасибо. Дай Бог вам здоровья. Такие люди, как вы, это наша гордость. С кого более молодое поколение берет пример. Тех, кто лежал уже, кто жил на войне, кто пришел, надо было ухаживать. Что делать? Знаем. 17 лет все было хорошо. Все было хорошо. Вице-президент также передал от президента Бадры Гумбы поздравления и пожелания крепкого здоровья и долгих лет жизни. Сейчас Елене Вадзинской 97 лет. Когда началась война, ей было 17. Она добровольно пошла работать в госпиталь в Схалтуба, куда привозили раненых бойцов. Также в этот день слова поздравления звучат и для ветерана Ноны Дорофеевой. Руководитель администрации президента Беслан Эшба, поздравляя Нону Ивановну, вручил ей цветы, подарки и денежное вознаграждение. Честно говоря, мы очень рады, что вы в добром здравии. Держитесь, пожалуйста. Мы очень гордимся, что вы у нас есть. И дай Бог вам еще долгие-долгие годы радовать нас, всех своих родных, близких. Вот. Как радостно. Такие люди приходят. Да еще меня поздравляют. Конечно. Господи. Президент сам хотел прийти, но вы знаете, что он приглашен на парад Победы в Москве. Будет. Значит, и поэтому вот нам дал поручение приехать к вам и поздравить вас с такой знаменательной датой. Дай Бог, чтобы во всей стране, во всей земле был мир. В прошлом году Нона Дорофеева отметила столетний юбилей. Она была совсем юной, когда началась Великая Отечественная война. Ушла на фронт с военного завода и в составе авиационного полка дошла до Берлина. На войне встретила офицера из Абхазии Ивана Дорофеева и вышла за него замуж. С тех пор живет в Абхазии. Несмотря на более чем солидный возраст, она весьма бодра и энергична. Пойдемте, друзья, завтра в поход. Идем предрассветный туман, споем веселей, пусть там подпоет боевой капитан. За спиной у Ноны Дорофеевой 100 лет. Она счастливая мама, бабушка. Все жизненные трудности и невзгоды встречала стойко и преодолевала их. Она и сейчас полна энергии и оптимизма. Призналась, что будет смотреть парад Победы в Москве по телевизору и спела нашей съемочной свою любимую песню. Если бы парни все из земли хором бы песню одну довели, вот это было здорово. Вот это был бы гром. Давайте, парни, вместе запоем. Нона Дорофеева награждена медалью за взятие Берлина и множеством других медалей. В августе текущего года ей исполнится 101 год. Алька Трапш, Лилиан Маршан, Абхазское телевидение.